Контейнеры типа Transport от фирмы Containex перевозятся в разобранном состоянии в транспортной упаковке. 4 разобранных контейнера в упаковке равны по высоте контейнеру в собранном состоянии. Выгодность перевозки обеспечивается возможностью погрузки на одну грузовую машину до 8 транспорт-контейнеров. Контейнер выгружается при помощи крана или вилочного погрузчика. При выгрузке контейнера необходимо руководствоваться разгрузочными предписаниями фирмы Containex. Подготавливается платформа для установки контейнера. При этом устраняются возможные неровности, и контейнер выставляется по горизонтали. После демонтажа транспортных угловых и центральных креплений крыша контейнера поднимается с помощью крана или вилочного погрузчика. Транспортная упаковка удаляется. Внутри транспорт-контейнера вы найдете все необходимые для монтажа части. Все элементы вынимаются и кладутся рядом с контейнером. Далее вставляются боковые стойки в углы рамы пола коротким выступом вниз и закрепляются гайками, которыми было прикручено транспортное крепление. Верхние выступы боковых стоек смазываются силиконом. Затем надевается крыша. Угловые стойки плотно фиксируются гайками с полом и крышей. Эластичные резиновые уплотнители приклеиваются к краю угловых стоек с внутренней стороны. Таким образом, рама контейнера готова, и вы можете начать установку панелей. Дверные, оконные, санитарные и полные панели могут быть размещены с учетом ваших потребностей. Теперь можно снять защитную пленку. На панелях, которые граничат с угловыми стойками, прикрепляются заранее приготовленные регулировочные болты. Начинать следует всегда с торцевых сторон. Нижнее крепление панелей и соединение панелей между собой функционирует по принципу пазового соединения. Первая панель придвигается к угловой стойке торцевой стороны регулировочным болтом и фиксируется к потолочной раме при помощи закрепительной скобы. Вторая панель вставляется в раму и придвигается к первой. Оба элемента центрируются при помощи регулировочных болтов. Пустоты в районе угловых стоек заполняются изоляционным материалом. После того, как монтаж панелей с обеих торцевых сторон завершен, в указанном порядке устанавливаются панели с лицевой стороны. Для повышения стабильности следует закрепить стяжные стержни в предусмотренных для этого местах. Последняя панель фиксируется регулировочными болтами по такому же принципу, как и с торцевой стороны. Теперь прочно затягиваются гайки на закрепительных скобах всех панелей, стяжные стержни слегка натягиваются. Теперь можно соединить электрическую проводку. Использование специальных розеточных соединений исключает ошибочное соединение проводов. Электрика отвечает нормам страны применения. Для лучшей термоизоляции пустоты в районе потолочных рам заполняются изоляционным материалом. Пароизоляционная пленка кладется на внутреннюю сторону панели. Монтируются обшивочные плинтуса. Углубление в плинтусе можно использовать для проводки телефонного кабеля.
Осталось только вставить лампы и закрепить защитные колпаки. В заключение монтируется плинтус дверного проема и над дверью водоотводная рейка. Итак, ваш контейнер готов к эксплуатации.